Доброе утро. Вот начинается новая неделя. Вместе с этим начался вчера и новый месяц. Февраль на дворе, 26-й год. А сегодня понедельник. Рабочая неделя начинается. И начинаем мы ее по традиции для того, чтобы день прошел хорошо. Конечно же, с программой «Утро Якутии», с чем мы вас, конечно же, поздравляем. 7:00 мы, как всегда, говорим вам «Доброе утро, Республика». И, конечно, напоминаем о том, что ежедневно в прямом эфире мы работаем для вас. И наша большая утренняя семейная команда также работает на то, чтобы ваше утро было не только бодрым, но и полезным, информативным. Но самое главное, настраивало нас на рабочий лад. Поэтому мы не будем уже томить. Мы начнем наш эфир, конечно же, как всегда, с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 40 градусов. В Заречной группе 38-42 ниже 0. В южных 24-32 со знаком минус. В Вилюйской группе 27-31, в Нижнеленских 34-35. В западных до 31 градуса мороза. В Колымо-Нигирской группе улусов 26-35 ниже 0, в Янских до минус 42. На северо-западе 28-40 со знаком минус. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 37 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег. Ветер северный 1,5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 31 градуса. Ну, а мы очень часто в нашей программе говорим о том, что искусственный интеллект туда-сюда, и вообще сейчас будет хороший специалист тот, кто умеет им пользоваться в своей работе. Но не только в работе он полезен, потому что пока мы спали, Национальное агентство финансовых исследований опубликовало итоги опроса на тему использования россиянами искусственного интеллекта, не поверишь, при выборе покупок. Даже и туда проник. И туда он проник, да. Как выяснили аналитики, 43% россиян готовы доверить выбор покупки искусственному интеллекту. При этом каждый пятый, 21%, больше всего доверяет искусственному интеллекту в сфере развлечений. Чаще всего рекомендации алгоритмов встречаются при выборе одежды или электроники. Это 14% ответов. Гораздо меньше доверия искусственный интеллект вызывает в туризме, выборе продуктов питания, особенно, конечно же, в медицине и финансах, где на него полагаются не более 7% опрошенных. Интересно, что почти половина россиян, а это 49%, положительно относятся к таким рекомендациям, ценя удобство, экономию времени. А наиболее открытыми к технологиям являются молодые люди от 25 до 34 лет и те, у кого, внимание, есть высшее образование. Ну, так говорят аналитики. Но есть и скептики. 17% оценивают ИИ советы скорее отрицательно, опасаясь навязчивой рекламы или неточных подборок, а каждый четвертый участник опроса с высоким доходом и вовсе не готов полагаться на алгоритме при выборе товаров. Ну, в общем, все понятно, да, но действительно такая очень интересная тема. Но вот если говорить о тебе, ты используешь искусственный интеллект при выборе одежды, питания, турпутевок, электроники? Ну, не то, чтобы прям очень сильно, просто иногда задаю вопросы какие-то уточняющие. То есть я по большей части, наверное, использую и какие-то сервисы, как такую аналогию продвинутую поисковикам обычно. То есть там я хочу отправиться в такой-то город, что мне для этого нужно. Но там поиск билетов, поиск отелей, это я уже все-таки делаю самостоятельно. Если говорить не доверяешь? Ну, я думаю, что он еще не способен. Я примерно представляю, как работает нейросеть, как она изучает данные и так далее, поэтому нет полной уверенности, что она за меня все может сделать. Но при этом в части покупок, конечно же, ИИ очень сильно влияет на мою жизнь и на жизнь многих людей, похожих на меня. В части взлетевшие до потолка цены на комплектующие к персональным компьютерам. Для чего и почему, надеюсь, мы в будущем узнаем. Тем не менее, да, вот на рынок определенный они повлияли. Но кто уж точно знает все и достоверно, так это наши коллеги из новостного отдела, которым мы уже рады передать слово. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей.
1 февраля России произошла автоматическая индексация детских пособий на 5,6%, что приведет к росту основных социальных выплат для семей с детьми. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составит 10 837 рублей. При этом право на его получение имеют не только матери, но и отцы или другие родственники, фактически осуществляющие уход. Единовременная выплата при рождении ребенка увеличится до 28 450 рублей на каждого новорожденного, а для жителей Крайнего Севера эта сумма будет дополнительно увеличена на районный коэффициент. В Чурапчинском УЛОСе подвели промежуточные итоги реализации федеральной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. За время работы первого и второго этапов в районе было построено 47 многоквартирных домов, что позволило сдать 948 современных квартир. Очередным этапом развития стало недавнее открытие 4-квартирного жилого дома в селе. На данный момент в районе уже стартовал третий этап программы. Мы очень рады, что сегодня в числе получивших квартиру есть Максимова Евдокия Романовна. Она вдова ветерана войны, 91-летняя наша заслуженная жительница. Рады, что эта программа начала продолжение работы. У нас на Слеге 94 квартиры аварийных есть. Мы надеемся, что в эти года мы все их расселим. В этом году ряды медицинских работников республики пополнили 1010 молодых специалистов. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. На торжественном посвящении молодых медиков в профессию зампред правительства Якутии Георгий Степанов отметил, что республика самостоятельно обеспечивает свои учреждения кадрами благодаря мединституту СФУ, чьи выпускники работают даже в самых труднодоступных населенных пунктах. Лидерами по привлечению молодежи стали Республиканская больница номер 1, куда трудоустроились 113 специалистов, и Нерюнгринская центральная районная больница. Арсений Николаев обозначил приоритеты Года культуры в Якутии. Проект сводного плана включает 6 блоков из 90 мероприятий, для обоснования которых проведена стратегическая сессия с участием всех заинтересованных ведомств. Намечается принятие регионального закона о государственной поддержке нематериального этнокультурного достояния народов Якутии. Среди крупных событий года – открытие нового комплекса Высшей школы музыки, строящегося по прямому поручению президента России Владимира Путина и Арктического центра эпоса и искусств. В Доме дружбы народов имени Кулаковского прозвучали старинные хороводные игровые песни, частушки, мелодии русских народных инструментов. В рамках 7-го республиканского фестиваля ямщицкой культуры «Лети звон бубенцов» прошла конкурсная программа «Концерты. Круглый стол». Мероприятие в этом году собрало 10 творческих коллективов из города Якутска и 3 улусов республики. Участие приняли и детские ансамбли. Также в этом году потомки государевых ямщиков празднуют 5-летие ямщинской культуры в Ленском, Алёкминском, Хангаласском и Усть-Майском районах. Участвуют детских коллективов в этом году побольше. И всего около 200 участников этого фестиваля. Но фестиваль еще... Это самое главное, что мы общаемся друг с другом, радуемся, что приехали вот в Якутск, в таком большом красивом здании выступаем, на большой сцене и делимся своим творчеством. Ну а теперь давайте перейдем к мировым новостям, которые, возможно, кого-то вдохновят, возможно, кого-то удивят, ну или, может быть, просто заставят задуматься немножечко о том, как же все-таки бывают иногда уникальны некоторые вещи. Да. Так, например, 58-летняя Донна Джин Уайлд из Канады не просто побила мировой рекорд, а переписала свое представление о возможном. Бывшая школьная учительница, а теперь бабушка 12 внуков, продержалась в планке, внимание, 4 часа 30 минут и 11 секунд, побив предыдущее женское достижение на целых 10 минут. Я уже в шоке. Донна Джин Уайлд много лет работала учителем в школе, а недавно вышла на пенсию.
пенсию. 12 лет назад она упала, сломала запястье и не смогла активно заниматься спортом с гипсом на руке. Зато обнаружила, что может выполнять планку и начала практиковаться, постепенно увеличивая время упражнений. Сейчас она занимается планкой по 2-3 часа каждый день в качестве обычной ежедневной тренировки. Главным вдохновителем и организатором рекордной попытки стал ее муж Рэнди, который собрал всю большую семью – детей, внуков, даже бывших учеников, чтобы поддержать ее в этот важный день. Сама рекордсменка признается, что последние полчаса были невероятно трудными, и все, о чем она могла думать – это о дыхании, спокойствии и о том, чтобы не подвести своих близких. Теперь ее имя официально вписано в книгу рекордов. Итак, резюмируем. 58 лет, Да, 12 внуков. 12 внуков, 4 Бывшая часа. школьная учительница. Да, 4 часа 30 минут, что там 11 секунд. С ума сойти. 4 часа 30 минут-то на одном месте усидеть будет сложно, мне кажется. Да. Ну, я пробовал ставить планку, стоять в ней сам. Мой рекорд 1 минута. Ты на верном пути. Я думаю, если регулярно, каждый день. До что-то делать. 58 лет у тебя еще есть Ну, возможность. в принципе, да, я могу добраться хотя бы до получаса, наверное. Ну, а в целом, конечно, эта история отличный пример того, как регулярное, как уже Паша сказал, и систематическое выполнение какого-либо действия неуклонно приведет к совершенствованию его выполнения. Применимо это, кстати, во всех сферах нашей жизни, в том числе и здоровье. Если вот регулярно будем заботиться укреплять здоровье, то с каждым разом оно будет лучше и нас не подводить. А один из методов укрепления организма – это умеренная физическая активность. Из простых вариантов долгие пешие прогулки, дыхательные практики. И вот, пожалуйста, планка, да, но не в таких количествах. Ну и, наверное, самое базовое, простое, всем известное – это утренняя зарядка. Кстати, зарядка не обязательно должна быть утренней, Паша. Вот, например, можно ее выполнять и в обеденном перерыве, и вечерком. Главное выполнять ее в одно и то же время и желательно каждый день. Вот если будет вот эта регулярность, то и эффект не заставит себя ждать. Да, в целом можно вечером заниматься, главное выбрать время такое, которое что вас не будет отвлекать, вы еще не уставший, и вот у вас есть вот буквально эти 15-20 минут на полноценную разминку. Пускай это будет, опять же, повторимся, обеденный перерыв, вечер и так далее. Главное, систематически в одно и то же время, чтобы организм привык. Ну, а проще это делать вместе с нами каждое утро с телеканалом «Якутия-24», ведь ежедневно мы выполняем простые, но очень эффективные упражнения с нашим фитнес-тренером. И поэтому сейчас предлагаем вам присоединиться к нам. Всем привет! Сегодня я хочу показать вам зарядку с кубиком. Если у вас дома нет его, значит вы можете взять какую-то книгу или подушечку. Итак, поехали. Первое упражнение у нас будет на осанку. К сожалению, мы все очень много сидим, и спина у нас становится дугой. Поэтому, чтобы нам выровнять свой позвоночник и раскрыть лопатки, надо выполнять это упражнение. Итак, поехали. Мы передаем кубик. Ложимся, вдох, выдох, вдох, выдох. Это упражнение делаем медленно. Поднимаем, сводим ручки сзади, переводим вперед, поднимаемся, делаем выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Если у вас кубика дома нет и вы не хотите брать книгу, вы можете сделать это упражнение без кубика, без ничего. Вы просто заводите руки назад и выводите вперед. Также выполняем это упражнение 15-20 повторений. Кладем кубик под копчик, чтобы у нас ягодички немножко выходили вперед. Коленки сгибаем 90 градусов, ручки выводим вперед и по очереди кладем правую руку и левую ногу. У вас это упражнение может получиться не сразу, поэтому вам надо немножечко потренироваться. Делаем вдох, выдох, вдох, выдох. Если вдруг у вас болит поясница и вы не можете вниз опускать ноги, вы можете опускать ножку и касаемся ею носком. Раз, два, раз, два. Также выполняем это упражнение
20-15 повторений. Обязательно при этом дышим. Не устаю вам напоминать, дыхание – это очень важный момент. Следующее упражнение. Мы поднимаемся на коленках вверх и передаем кубик из стороны в сторону. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Стараемся руки тянуть к ушам, чтобы наша грудная клетка раскрывалась. Лопатки сзади сводим, кубик передаем. Тоже выполняем это упражнение. 15-20 повторений делаем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Отлично. Так, следующее упражнение у нас будет на растяжку поясницы. Если вдруг вас она беспокоит, делаем это упражнение аккуратно. Вы можете подложить сюда или полотенце, или подушечку. Не должно быть дискомфортно, вам должно быть удобно. Ручки выводим назад, закрываем глаза, продолжаем дышать и получаем удовольствие. Обязательно дышим. Так можете полежать 1-2 минуты. Дышим глубоко, медленно. Делайте зарядку обязательно, чтобы оставаться здоровыми. Ну а в эти выходные в Якутске состоялось яркое событие для всех любителей активного отдыха – фестиваль туризма, организованный Федерацией спортивного туризма Республики. Участники соревновались, обменивались опытом, заряжались духом приключений. И сегодня у нас в гостях Людмила Еремеева, первый вице-президент Федерации спортивного туризма Республики Саха-Якутия, и Василий Местников, член Федерации спортивного туризма. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Людмила, вопрос первый к вам, да, вот все, прошел фестиваль, каковы итоги, какие эмоции, как организаторы вообще, что вынесли из этого фестиваля для себя? Мы благодарим всех участников, которые пришли на фестиваль туризма, потому что это для нас большой праздник, это возможность пообщаться со своими единомышленниками. Мы старались, чтобы был у нас разнообразный формат, различные демонстрационные зоны были по видам туризма, лавка туриста, узловая школа, викторины, различные номинации. И мы рады, что фестиваль получился масштабным, интересным и вызывающим яркие эмоции. Но помимо того, что были вот какие-то такие более развлекательные программы, конечно же, были и соревнования, да? Вот расскажите про эту часть. Да, у нас было награждение по дистанция маршрут и по ходу выходного дня. Достаточно такое тоже разнообразно было. Были водные, пешеходные, лыжные и велосипедные на средствах передвижения. Это первые такие соревнования, которые в этом году прошли, в прошлом, 25-м году. Еще у нас были соревнования, которые Лига воды. У нас принимал участие Танин Павел Александрович. Это я. Да, и очень успешно. Первое место, да, вы заняли? Да, по республике. Поэтому и также у нас прошла парусная регата, тоже впервые. Они молодцы. Это клуб «15-летний капитан». Там принимали участие и дети, и взрослые. Так, Ну, то есть туризм развивается в республике, если вот говорить, вот вы перечислили всего там, ну, условно, наверное, не все, да, мероприятия. Причем именно которые были. спортивный туризм, Да. потому что его нужно все-таки отделять от туризма обычного, когда... Ну и можно также вот перечислили немного, я даже удивляюсь, а у нас такое есть, а у нас такое есть, и такое направление у нас есть, да? Хорошо. Василий, а расскажите немного о проекте «Барс Якутия», да, и кто стал первым почетным обладателем такого титула, как «Барс Якутия», вообще что это? Так, Кто это? ну, барсы есть во многих регионах, даже в странах, да, как бы это отличительный знак самых-самых, скажем, да. Вот. Барс Якутии появился у нас в прошлом году, в 2025 году. Федерация спортивного туризма взялись наконец-то за это, как бы мы были очень приятно удивлены. И люди, которые восходили на горные вершины или ходили в походы, очень, ну, как бы там рассчитывается по количеству дней, находившихся в походных условиях. Вот. И в этом году у нас сенсеи
туризма нашей республики, это Василий Павлов и Георгий Ионович Цепандин, они стали обладателями этого знака. То есть из всех, которые у нас еще определились количество, ну, топ-30 сильнейших туристов Якутии, вот Георгий Ионович и Василий Павлов, они стали самыми-самыми. И стали обладателями вот этого вот знака. Да, почетного знака. И для того, чтобы выполнить норматив, нужно восходить на определенное количество горных вершин, самых наивысочайших вершин Республики Саха-Якутия. Вот. Для того, чтобы получить, нужно пройти 5 горных вершин. Это самые высокие горы у нас в Якутии. Это гора Победа, Мусхая, гора Чен, Палатка и Берил, да? Нет, еще Афродита у нас есть. Она самая посещаемая. Даже и Афродита у нас, да? Если не секрет, где находится? Очень красивая гора. В Аймиконском районе, около поселка Уснера. Недалеко, да, с Уснера видно даже ее. Вообще основные горные массивы, я так понимаю, где-то вот в той географически в той части. Афродита, она самая доступная. То есть вот с чего начать, если надо, начинать с Афродиты, да? Да. Хорошо. Ну а в целом вообще, вот про ваш личный опыт можно узнать? Интересно же всегда поговорить с людьми, кто, может, восходил на какие-то интересные вершины, может быть, сплавлялись, что-то интересное. Людмила, вам вопрос. Я занимаюсь туризмом давно, с детства, но спортивным туризмом сравнительно недавно. Я пытаюсь всегда совершенствоваться, получать опыт, обучаюсь, потому что это в первую очередь безопасность в походах. И в данное время я учусь в водной школе высшего уровня, которую проводит Федерация спортивного туризма России. Там у нас будут походы 5-6 категории именно по рекам России. А здесь, ну, я была тоже на горе Мусхая. Достаточно тяжело до нее дойти, далеко она находится. И вот реки тоже Большой Немныр, вот одна из таких категорийных рек. Поэтому у нас тоже, у меня есть, слава богу, единомышленники, с которыми мы вот ходим в походы. А у вас нет такого, ну, допустим, предпочтения? Что вам все-таки ближе? Горы, вода, земля? Вода все-таки. Водная стихия. Да. Вот. А Василий, ну вот между тем, про личный опыт, вы тоже один из сильнейших спортивных туристов, наверное, республики, вот, насколько знаю, в топ-30 сильнейших можно вас отнести. И хотелось бы узнать вот именно больше про эмоции, даже не сколько про сам рейтинг, а вот про эмоции, которые подвигают на такие достижения. Потому что одно дело все-таки, да, там, поход выходного дня, в субботу утром проснуться, пройти прогуляться по лесу. Другое дело восходить на вершины. Пускай у нас тут и не Эвересты, но тем не менее это все равно сложный такой процесс достаточно, которому требуется подготовка. Да, ну, Якутия — это на самом деле горная страна. Вот 3 миллиона квадратных километров, из них 70% территории занимает горные вершины. То есть у нас огромное количество горных вершин, и раньше даже Якутию называли, ну, когда было очень сильно развит горный туризм, альпинизм в советское время, Якутию называли «золотой». Почему? Потому что сюда люди приходили, выполняли свои нормативы, категории, проходя определенные там большие расстояния, да, и получали золотые награды. Вот. Ну, из моего личного опыта, в основном, как бы, у меня горный туризм, комбинированный, то есть это мы сплавляемся уже после восхождения гор на катамаранах. Зачастую катамарана на себе надо будет тащить, да, это как бы месяц на природе находиться, в горных условиях. Но нравится то, что действительно очень красиво в горах. Мы идем туда как-то, вот, не знаю, отдохнуть душой, наверное, Созерцать. да? Да. Хотя и физическая часть очень устает, но как бы, когда ты душой отдыхаешь, все-таки это преобладает, да. И как будто приятная усталость, наверное. Да, ну и как бы хотелось бы сообщить, что на этом фестивале мы еще и получили огромную такую награду. Это мы стали, вернее, наш маршрут в 2022 году, который мы прошли, стал лучшим комбинированным маршрутом десятилетия в России. Вот так. Да, и мы это как бы по всей России этот конкурс выиграли, и нам отправили
кубок, который мы именно на фестивале этот кубок получили. Здорово, да? Ну, несмотря на то, что это было достаточно давно, да, награда Да. нашла своего героя, да? Да, Это очень большое достижение, на самом деле. То есть теоретически мы можем теперь этот маршрут как можно больше о нем рассказать, показать, да, и, собственно, привлечь туристов. Забрендировать. Да. конечно, конечно. Люди же в Якутию приезжают не то, чтобы как бы за солнышком там на море отдохнуть, да, а именно за экстримом, за вот этими вот расстояниями, за этими за экстримом, в общем, Да. за красотой У нас экстремальной. Якутия считается одним из самых сложных регионов по экстремальному туризму. Ну, наверное, вот завершая нашу беседу, главный вопрос. Сейчас нас смотрят зрители, и кто-то из них в любом случае задался вопросом: так, рассказывают классно, интересно, я тоже это хочу. Как в это все, буквально в двух словах, как в это все влиться, откуда получать информацию, находить чего какие начать события, вообще, да? Ну, если вам требуется какая-то консультация или помощь, всегда могут обратиться на канал Telegram «Все о туризме Якутии». Мы с удовольствием поможем, расскажем. А вообще каждый человек, я думаю, что в Якутии он уже турист, Да. потому что у нас природа рядом, стоит только выйти за дверь. Поэтому и Федерация спортивного туризма, она приветствует, если какие-то у кого-то есть идеи, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы всегда открыты вашим предложениям. Ну что, впереди у нас долгожданная весна, затем лето. Я думаю, самое время для тех, кто, возможно, еще ни разу не путешествовал по нашей замечательной республике, попробовать. Призадуматься и начать искать информацию и готовить себя, возможно, к каким-то интересным приключениям. Василий, Людмила, вам спасибо большое. Поздравляю с прошедшим фестивалем, с наградой в том числе за маршрут. Ну а мы продолжаем, говоря, кстати, про туризм. В мире туризма, где главный двигатель — это верность, сила, азарт. Маршруты прокладываются не по карте, а по инстинкту. Порой скорость — это она зависит от слаженной работы, причем не только человека, но и от его командной работы с животными. Именно таким командам сегодня посвящен праздник День ездовых собак. Это не просто дань уважения нашим четырехлапым спортсменам, а признание древней традиции, которая сегодня живет в гонках на упряжках, в экспедициях и, конечно же, в сердцах тех, кто знает, что же такое настоящая северная дружба. И далее узнаем о других праздниках и памятных датах дня 2 февраля. На календаре 2 февраля. Сегодня отмечают день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Международный день трансформационных игр. Всемирный день водно-болотных угодий. День ездовых собак. По народному календарю Ефимов день. Если в полдень светило солнце, это предсказывало дождливое лето, а если дул ветер, то весь год должен был быть сырым. Этот день в истории. Испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес. Издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту. Запатентована металлическая бутылочная пробка. Завершилась Сталинградская битва. С полигона Капустин-Яр осуществлен первый пуск ракеты с ядерной головной частью. В этот день родились Михаил Гнесин, советский композитор, музыкальный деятель, педагог, профессор. Михаил Фрунзе, советский государственный деятель и военачальник. Валерий Чкалов, советский летчик, герой Советского Союза. Николай Мартиросян, участник Великой Отечественной войны, заслуженный рационализатор ЯССР, почетный гражданин города Мирного. Именины сегодня отмечают Ефим, Захар, Инна, Лев, Павел, Рима, Семен. Вот такой сегодня день, а вчерашний день, 1 февраля, знаменовался очередной годовщиной. Нашему общему дому, телеканалу «Якутия-24», исполнилось 8 лет. В 2018 году началась большая история, которую мы пишем вместе с вами каждый день. За эти 8 лет прошли мы огромный путь от первых еще робких программ собственного производства до того, чем гордимся сейчас. А гордимся мы тем, что слышим ваш голос, чувствуем вашу поддержку, растем вместе с вами не только в телеэфире, но и на всех наших цифровых площадках. Для нас, команды «Утро Якутии», большая честь быть частью этой истории. Каждое наше утро — это новый диалог с вами, наш главный зритель. И мы не собираемся останавливаться. Впереди новые темы, новые лица, новые проекты. Мы будем стараться быть для вас тем самым светлым и полезным началом дня, каким и должно быть настоящее утро.
Поздравляем нашу большую семью Якутии-24 с этим прекрасным днем рождения. Пусть наш канал, как и наша республика, только крепчает, развивается и продолжает удивлять. Да. С днем рождения, Якутия-24, и огромное спасибо вам, наши дорогие зрители, что вы с нами вот уже 8 лет. 8 лет телеканалу. Ты знаешь, это вот как первый класс, да, первый раз первый класс, это практически уже совершенно новый этап жизни. То есть такой детский рубеж мы перешли уже. А я вчера поймался на мысли, что 8 лет, а я был там 8 лет назад, когда вот нажимали первую кнопку пуск первого эфира этого телеканала новостного. Тогда коллега мой Влад Давыдов выходил первым самым из всего нашего коллектива в эфир, ну, в рамках новостного выпуска. Ну, как бы это был исторический день. И вот 8 лет, полет нормальный, значит, впереди еще больше, еще лучше. И опять же, повторюсь, спасибо вам, наш зритель, потому что, ну, все это в первую очередь, наверное, для вас. И мы рады, что вы всегда с нами. Ну а говоря про полезное начало нашего дня сегодня, самое время перейти к этой пользе и немножечко пополнить свои знания в области финансовой грамотности. Один льготный кредит на одну семью. С февраля изменились правила для семейной ипотеки. Вот на каких условиях теперь можно приобрести недвижимость с господдержкой, расскажем далее. Государственные программы льготной ипотеки для семей с детьми действуют с 2018 года. По этой программе банки выдают ипотечные кредиты по ставке ниже рыночной, а затем государство компенсирует им разницу в процентах. Семейную ипотеку могут взять семьи, где есть хотя бы один ребенок младше 7 лет, родители с ребенком-инвалидом до 18 лет. Семьи с 2 детьми и более также могут оформить ипотеку под низкий процент. Обычно при получении ипотеки супруги выступают созаемщиками, но некоторые банки разрешали включать в договор других созаемщиков. С 1 февраля 2026 года изменятся правила семейной ипотеки. Теперь супруги, которые берут семейную ипотеку, будут обязаны выступать созаемщиками. Раньше льготную ипотеку под 6% годовых мог получить любой из родителей. Второй родитель при этом сохранял за собой право на государственную поддержку и мог получить льготную ипотеку без дополнительных условий. Теперь, чтобы получить льготную семейную ипотеку, родители должны погасить предыдущий кредит в полном объеме, и у них должен появиться еще один ребенок. Заключить кредитный договор на льготных условиях можно до 31 декабря 2030 года. Нововведения с начала года появились и в правилах дорожного движения, новые знаки, новые требования и изменения в сроках действия некоторых водительских удостоверений. Так что всем автолюбителям сейчас настоятельно рекомендуем послушать советы юриста. С 1 января вступили в силу изменения в ГОСТ, технические средства организации дорожного движения. Так в России появилось более 60 новых дорожных знаков и табличек, которые призваны регулировать движение средств индивидуальной мобильности, повышать безопасность пешеходов, учитывать экологические аспекты и организовывать движение в сложной городской среде. Многие из них протестированы в Москве. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, по которым вводится несколько новых дорожных знаков и табличек, а также сужаются парковочные места вдоль края проезжей части. Среди главных нововведений – это вертикальный знак «Стоп-линия», который будет устанавливаться на тех участках дороги, где невозможно расположить традиционный горизонтальный знак, а также знаки «Рекомендуемая скорость» при проезде искусственной неровности и «Глухие пешеходы». Последний знак предупреждает о возможном появлении пешеходов с нарушениями слуха. Размер парковочных мест вдоль края дороги теперь составит 2,2 на 6,5 метра вместо 2,5 на 6,5, как раньше. Помимо этого, новые правила дают возможность не применять желтые рамки для большинства знаков. Вводится совмещение символов табличек, способ постановки транспортного средства на стоянку со знаком «Парковка-парковочное место». Также появится новый знак, который указывает время действия различных дорожных знаков по месяцам и другие изменения. Автоматическое продление срока действия водительских удостоверений, введенное в России с 2022 года, завершилось. Ранее механизм предусматривал, что водительские удостоверения, чьи сроки истекают с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически признаются действующими еще на 3 года.
Например, если в правах указан срок действия по 31 декабря 2025 года, то он автоматически продлевался еще на 3 года с этой даты до 31 декабря 2028 года. Теперь этот порядок продления действия документов отменен. Все водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается 1 января 2026 года и далее, будут считаться недействительными с даты, указанной в документе. Процедура замены прав в последнее время не менялась. Абсолютно стандартная процедура: нужно получить медицинскую справку, поехать в ГИБДД, написать заявление или оформить его через госуслуги. И дальше декадная замена без экзаменов. Знайте ваши права. А мы продолжаем наш утренний эфир. 2026 год объявлен в Якутии годом культуры, цель которого сохранить, конечно же, наследие, развить творческий потенциал и повысить уровень культуры. Сегодня в рубрике «История в кадрах» мы узнаем о истории создания самого северного оперного театра в мире. Это театр оперы и балета нашей республики. Да, единственный стационарный театр оперы и балета в Дальневосточном федеральном округе, один из 4 театров оперы и балета в Сибири, и на протяжении многих лет он является основным центром музыкальной культуры республики и играет знаковую роль в сохранении и развитии своей национальной самобытности. Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов РСИЯ. Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия имени Дмитрия Кононовича Сивцева Сорона Малана по праву считается музыкальной сокровищницей Якутии и отсчитывает свою историю с 1971 года, времени образования Якутского музыкального театра. Все началось в 1936 году, когда при Национальном театре Республики был образован хор. Позже, в 1940 году на основе хора сложился якутский музыкально-вокальный коллектив, а в конце 40-х годов первый якутский музыкальный театр-студия. У истоков музыкальной культуры Якутии стоял создатель и вдохновитель будущего музыкального театра Марк Николаевич Жирков. Он сплотил вокруг себя многих выдающихся деятелей якутской драмы и литературы, перу которых принадлежат первые произведения национально-музыкально-театрального репертуара. Среди них был и Дмитрий Кононович Сивцев, Сорона Малан, драматург, писатель, либреттист первых музыкально-сценических произведений, имя которого было присвоено театру в 1901 году. Важнейшей вехой в становлении музыкального театра стал 1947 год, год рождения первой оперы Олонхо «Нюрбун-Батор» композиторов Жиркова и Литинского на основе одноименной музыкальной драмы Сорона Малана, а также первого балета «Сер-Семера» «Полевой цветок» на основе якутской народной сказки «Старуха Бейберикян». Появление новых профессиональных музыкальных жанров на якутской сцене стало огромным историческим событием в культурной жизни республики. Именно с этого времени началось делительно-поступательное движение в развитии музыкально-театрального искусства Якутии, которое в конце концов и привело к отделению музыкального театра от драматического в 1971 году. Новый взлет сопровождался значительным расширением репертуара. На сцене театра было поставлено около 70 оперных и балетных спектаклей в самых разных жанрах, как классика, русско-зарубежная, так и национальные современно-музыкально-сценические произведения и масштабными выездами на гастроли не только по стране, но и за рубеж. Уже не первое десятилетие артисты Государственного театра оперы и балета выступают на прославленных сценах России и мира, достойно представляя якутское искусство за пределами региона. Их приглашают на международные и российские фестивали. Кроме того, Якутский театр традиционно проводит на своей базе крупные всероссийские международные проекты, в числе которых тематические фестивали балета «Северный дивертисмент», «Стерх» и оперы фестиваля музыки Чайковского и Верди «Ария Севера». Единственный стационарный театр оперы и балета в Дальневосточном федеральном округе. Один из 4 театров оперы и балета в Сибири. На протяжении многих лет он является основным центром музыкальной культуры республики и играет знаковую роль в сохранении и развитии своей национальной самобытности. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра.
Правительство утвердило перечень бесплатных медицинских обследований для выявления рисков раннего старения у россиян. Пройти диагностику можно будет в специализированных центрах медицины здорового долголетия, если биологический возраст пациента превышает календарный на 5 и более лет. В комплекс исследований включены расширенные анализы крови и мочи, проверка уровней цинка, магния, инсулина и половых гормонов, а также тесты на выявление нарушений обмена веществ и когнитивных функций. Данная мера реализуется в рамках обновленной стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Ход строительства жилых объектов для переселения рассмотрели на еженедельном штабе на уровне первого заместителя председателя правительства Дмитрия Садовникова. На данный момент 18 домов остаются все еще не введенными. Из них были рассмотрены 9 объектов. Часть из них находится на финальном этапе работ. Готовность большинства объектов составляет 90%. В части отстающих объектов, готовность которых в среднем составляет 70%, было поручено усилить работу, чтобы сдать их в ближайшие месяцы. Из 18 объектов есть наиболее проблемные объекты. По ним мы по некоторым пойдем на расторжение, к сожалению, потому что рядом с застройщиком не принимаются меры уже на протяжении долгого времени. Соответственно, мы по ним разработали планы мероприятий совместно с надзорными органами. Данный вопрос рассматриваем, и в отношении застройщика будут приняты определенные меры ответственности в рамках государственных контрактов. Будем через суды взыскивать оплаченные средства, плюс этот незавершенные объекты, и принимать меры по завершению. В конце февраля этого года россиян ожидает сокращенная рабочая неделя и трехдневные выходные с 21 по 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. Согласно постановлению правительства, всего в феврале будет 19 рабочих и 9 выходных дней. Следующий период длинных выходных запланирован на март в связи с Международным женским днем. Отдых продлится с 7 по 9 марта включительно, после чего последует 4-дневная рабочая неделя. Якутские ювелиры покажут свои украшения на крупной выставке в Санкт-Петербурге с 4 по 8 февраля на Экспофоруме. Свои изделия там представят лучшие компании России и зарубежья, включая мастеров из Якутии. Посетители увидят уникальные украшения, созданные по старинным технологиям народа Саха, которые сочетают в себе многовековые традиции и современный дизайн. Всего в выставке примут участие более 450 компаний. В селе Хатасы прошел открытый республиканский турнир по якутской национальной стрельбе из лука «Бастыкы-Оногос». Уже 4-й год собирает более 100 начинающих спортсменов. Так, на турнир приехали представители разных улусов республики, а также члены 10 разных спортивных команд. На соревнованиях лучники в национальных костюмах и атрибутике стреляли из традиционного лука по 3 видам мишеней – заяц, утка и белка. Это все как старинное, это на уровне чувств, на уровне интуиции, и это очень интересно и набирает, самое главное, обороты, набирает популярность. Народу каждый год становится больше и больше, и это очень радует. Я вот всех участников, которые сегодня приехали, приветствую, и они будут вступать в такую семью, очень такую интеллигентную, очень дружную семью лучников. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире. Ну а если вы сейчас смотрите нас с дачного участка, возможно, вы очень морозоустойчивы или ваш дачный домик хорошо отапливается, то тогда следующая тема будет интересна для вас. Ведь 2 февраля полнолуние, и по лунному календарю это не лучший день для работы с растениями. Но многие задаются вопросом, это народная мудрость или это все-таки научный факт? Может ли Луна вообще как-нибудь, с ее гравитацией действительно влиять на наши огурчики и помидорчики? И что важнее все-таки для садовода, успеть в короткие сроки или дождаться правильного лунного дня? Попробуем разобраться в этом вопросе со специалистом. Знакомьтесь, Наталья Слепцова, заведующая кафедрой агрономии и химии факультета лесного комплекса и землеустройства АГАТУ, кандидат сельскохозяйственных наук. Доброе утро. Здравствуйте. Вот такой очень интересный вопрос. Да вообще влияют ли все-таки фазы Луны на наши растения? И нужно ли придерживаться этого графика?
Ну, хочу сказать, что влияние Луны – это научно не доказано. Научно не доказано, даже студенты делали опыты такие, но больше всего влияет освещенность, значит, регулярность ухода и грунт. А также считается, что лунный календарь, вот, допустим, от новолуния до полнолуния, да, растущая луна, она влияет на растения, которые растут над землей, да, на движение ихних соков. А вот убывающая луна влияет на растения, которые растут под землей, дают урожай под землей. Корнеплоды. Да, корнеплоды, клубнеплоды и на пикировку рассады. А такие фазы новолуния и полнолуния, да, они вот как бы периоды покоя. Ну, когда особо не стоит, значит, заниматься вот растениями. А новолуние и полнолуние же, они чем отличаются? Новолуние – это когда Луна к нам направлена темной своей стороной. А полнолуние, это вот как сегодня, полная луна, ярко светит, яркая такая, круглая, полный диск, полный круглый диск. Ага. Но я хочу сказать, что этот лунный календарь, он помогает придерживаться овощеводам ритма посадки. Даже если не верить в мистические такие свойства, гравитационные свойства Луны, да, оно помогает поддерживаться ритма посадки и помогает, не запустить. Ну вот говоря как раз про посадку, а какие все-таки оптимальные сроки для якутских садоводов, это важно, да, потому что все-таки у нас климат особенный. Когда на рассаду сеять, например, помидоры, баклажаны, перцы, когда растения типа огурцов, которые не любят пересадку, когда лучше начать этим всем заниматься? Так, когда лучше всех заниматься, но вот у растений, у которых длинный вегетационный период, да, такие как, вот, как вы сказали, помидоры, перцы, баклажаны, значит, если помидоры брать открытого грунта, то посев надо начинать уже с середины февраля. Для, допустим, помидора открытого грунта это начало марта. И также, если взять баклажаны и перцы, это вот те же самые сроки посадки. У них долгий период вегетации. Ну, мне кажется, те, кто занимается этим постоянно, в принципе, знакомы со сроками, да, потому что иначе там никак. Ты не с бухты-барахты не начнешь садить рассаду, да. Ну, а в целом, вот если говорить все-таки про открытый грунт, да, когда в нашем климате безопасно высаживать рассаду уже на грядке? Ну, по средним многолетним наблюдениям у нас в начале июня, в конце мая, начале июня бывают заморозки. Лучше переждать вот этот вот период, да, и после этого высаживать рассаду в открытый грунт. Это вот обычно бывает так. Ну, если взять цветочные растения, да, и вообще все овощные, вот лучше вот этого графика придерживаться. А, значит, если хотите высаживать в закрытый грунт, да, это в мае, после Николы. Ну, а пока занимаемся семенами, рассадой. Пока занимаемся семенами, рассадой, да. А почему, если говорить про рассаду помидоров, часто она вытягивается, становится, может быть, такой тонкой, бледной? В таком случае что-то делать нужно или можно уже сказать, что все, рассада не удалась? Нет. Значит, вот это вот влияет освещенность. Влияет очень сильно освещенность и повышенная температура. Значит, в феврале-марте месяце, да, все-таки у нас короткий световой день, обязательно надо подсвечивать фитолампами. Если вот этого не будет, то у них будет и рассада будет тонкая, и истощенная рассада будет. И поэтому еще растения надо подкармливать. И когда высаживать, надо высаживать с углублением. Если даже она получилась у вас высокая, тонкая, да, если вы высаживать ее будете на улицу, то с углублением надо. Да, и надо закаливать рассаду. А как это делать? Ну, понижать температуру, выносить куда-нибудь. То есть периодически? Да, в прохладное место, там, где 15 градусов, допустим. До 15. То есть у нас в Якутии закаливать надо не только людей, но еще и рассаду, понимаешь? Еще и рассаду надо. Да. Ну, мы поговорили про помидоры, да, допустим, если вдруг с ними что-то не так, можно это подкорректировать, да. Но если поговорим про огурчики, да, по какому графику и чем лучше их подкармливать для обильного урожая, чтобы получить прям хороший урожай 26 года? Лето.
Ну, все растения, ну да, нужно подкармливать, обязательные подкормки, да, это вот обычно через 1-2 недели после посадки, основной посадки, потом во время завязи и во время плодоношения. Вообще есть макро- и микроэлементы для питания растений. К макроэлементам для питания растений мы относим азот, фосфор, калий. Ага. И вот азот и фосфор, они влияют изначально на растение. В смысле, азот влияет на рост растения больше. И там нужно вносить такие вот азотные удобрения, такие как мочевина, допустим, да, где-то 10-12 грамм на ведро воды, на 10 литров воды. Также не помешает коровяк, разбавленный 1 к 10. Ну, пропорция такая. В фазу завязи, фазу плодоношения, значит, там уже не надо азотные удобрения, там лучше фосфорные и калийные удобрения, полное НПК. И там еще нужно посмотреть по определенным, значит, может быть, где микроэлементов не хватает, да? Где микроэлементов не хватает. Это можно посмотреть даже по ИИ, по искусственному интеллекту. Да, значит, информации много. Да, информации очень много. Ну, а в магазинах на полках все это есть сегодня и доступно. Это не надо делать, как мы раньше там из скорлупы что-то подкармливали, замачивали, отмачивали что-то. Сейчас все доступно. Изобилие всего. Наталья, большое спасибо. Я думаю, что зрители, кто увлечен садоводством, записали. Если не записали, потом можете посмотреть в нашем телеграм-канале, наверное, советы продублируются. А вам еще раз спасибо. Ну, а к слову, для многих людей звезды и планеты также служат ориентиром принятия решений, планирования и понимания своих сил во всех аспектах жизни. И если лунный календарь помогает садоводам, то астрологический прогноз может стать подсказкой для каждого из нас. Наступает новая неделя, и мы подготовили обзор, который подскажет, как проявить активность, где, а где лучше, возможно, сохранить энергию. А что ждет ваш знак зодиака в ближайшие 7 дней, узнаем в традиционном гороскопе на неделю. Овен. Вас ожидает неделя сосредоточения на информации и ближнем круге. Много общения с соседями, коллегами и родственниками. Возможно, новая встреча или переписка, которая даст начало новому проекту. В середине недели не торопитесь давать обещания. Сначала проверьте все детали. А выходные отлично подойдут для поездок за город. Телец. В центре внимания финансы и ресурсы. Вы можете получить выгодное предложение или найти способ пополнить бюджет. Однако будьте осмотрительны с импульсивными тратами, особенно в среду и четверг. Ваша практичность будет на высоте. Используйте это время для переоценки своих материальных целей. Также эта неделя подойдет для переговоров о повышении. Близнецы. Наступает ваша неделя. Планета-покровитель Меркурий в вашем знаке дарит легкость в общении, харизму и новые идеи. Вы будете в центре событий. Активно заявляйте о себе, делитесь мыслями и назначайте встречи. Но следите за тем, чтобы не перегрузить себя десятком проектов одновременно. Сконцентрируйтесь на главном. Рак. Наступает период подведения итогов и отдыха от суеты. Много мыслей будет связано с прошлым опытом. Прислушайтесь к интуиции, она вас не подведет. Отложите важные старты на следующую неделю. А сейчас идеальное время для анализа, уединения и творчества. Забота о себе – ваш главный приоритет. Лев. У львов начинается активная социальная жизнь. Вас ожидают встречи в дружеских компаниях, участие в групповых проектах или общественных мероприятиях. Вы можете стать душой компании. Ваше теплое слово поддержит того, кто в нем нуждается. Не отказывайтесь от новых знакомств. Среди них может оказаться интересный человек, полезный для будущих планов. Дева. Время строить карьерные планы и заявлять о своих амбициях. Начальство или важные люди могут заметить ваши профессиональные качества. Смело предлагайте свои идеи по оптимизации работы, однако избегайте излишней критики в адрес своих коллег. В выходные возможен приятный знак внимания от партнера.
Весы. Мысли о путешествиях, обучении, правовых или философских вопросах займут ваш ум. Запишитесь на новый курс, начните читать книгу по новой теме или спланируйте поездку. Общение с людьми из других культур будет особенно плодотворным. Скорпион. Неделя хороша для решения финансовых вопросов, связанных с инвестициями, кредитами и наследством. Доверяйте своим инстинктам в делах, но заключать договоры лучше после тщательной проверки. Личная жизнь может порадовать новыми уровнями доверия и близости. Стрелец. Делайте акцент на партнерстве, как деловом, так и личном. Вас ожидают важные переговоры, встречи или диалоги, которые определят вектор движения на месяцы вперед. Умейте слушать и идти на разумные компромиссы. А одиноких стрельцов на этой неделе ожидают новые знакомства с серьезным потенциалом. Козерог. Неделя продуктивной работы и рутины. Вы сможете навести порядок во всех делах, оптимизировать процессы и завершить давно висящие задачи. Ваше трудолюбие будет замечено. Но не пренебрегайте заботой о своем здоровье, особенно в части режима дня и питания. Результаты придут сами. Водолей. Водолеев ждет творческий подъем и желание самовыражения. Наступает идеальное время для хобби, романтических знакомств и общения с детьми. Позвольте себе быть спонтанными и немного легкомысленными. Новые идеи, которые придут к вам в середине недели, могут оказаться золотыми. Рыбы. Фокус на доме, семье и внутреннем комфорте. Возможно, захочется сделать перестановку, решить бытовые вопросы или провести больше времени с близкими. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Семейный совет или воспоминания могут подсказать верное решение текущей проблемы. А в выходные лучше будет отдохнуть в уютной обстановке. Ну что ж, вот так мы начали февраль. Вот именно вот так вот мы его начали. Я думаю, прекрасно начали. Хорошо февраль пройдет. День еще лучше. Напоминаем вам о том, что если вдруг вы что-то упустили в течение нашего эфира или желаете пересмотреть его, вы всегда можете сделать это на нашей активной телеграм-страничке. Там есть и сюжеты, и выпуск нашего эфира, и полезная информация, и новости. Да, ну или на крайний случай в ВК Якутия24 найдете все выпуски. Мы вам желаем отличного дня. Завтра вновь увидимся. До встречи. Доброго утра.